Праздник молодых и активных. Татьянин день и окончание сессии. Сегодня отмечается День российского студенчества. Робофест 2020. В Назране прошел региональный отборочный этап Всероссийского робототехнического фестиваля. 50 поединков, 10 весовых категорий. Расскажем об итогах республиканского турнира по смешанным боевым единоборствам. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня миллионы студентов России отмечают Татьянин день. Празднование Дня российского студенчества стало уже ежегодной традицией, знаменующей окончание зимней сессии. Студенты устраивают концерты, различные мероприятия и конкурсы. Как отмечали молодежный праздник ингушские студенты, в репортаже Жаредат Халухоевой. Студенческие годы для многих самая лучшая, а вместе с тем и странная пора. Уже шагнул во взрослую жизнь, но в то же время еще до конца не определился, что ждешь от будущего. Кто-то до сих пор задается вопросом, правильно ли выбрал профессию, но только не Мадина Умарова. Студентка финансового экономического факультета считает, студенческие годы и прекрасны тем, что они полны веселья и преодоления трудностей на пути к поставленной цели. Насыщенная студенческая жизнь в университете, потому что каждый день он отличается. Бывают различные мероприятия разного рода по следующим студентам. Я хочу пожелать, чтобы они трудились, участвовали в студенческой жизни, во всех различных мероприятиях, всегда были активными и хорошо учились. Сегодня только в Ингушском госуниверситете обучается более 10 тысяч студентов, которые ежегодно становятся победителями различных конкурсов и олимпиад. С награждения таких отличившихся и начался сегодняшний праздник. Право на торжественное вручение дипломов предоставили представителям ингушского отделения Сбербанка как почетным гостям. Студенты вуза не раз проходили стажировку в банке и, успешно пройдя ее, многие оставались работать, уже став полноценными специалистами. Выпускники вашего вуза, они делают то, что позволяет нам занимать такие позиции. Поверьте мне, никогда управляющий своими руками ничего не делает. Такая работа начальника, да? Максимум это координирует. Что мы стараемся делать? Выбирать лучших среди вас и, как говорится, брать их на такие позиции, которые вот это... Я во многих вещах уже просто даже не знаю, что там делать. Именно ваши коллеги, выпускники этого вуза занимаются. Моя задача правильно выбрать человека, поставить и не мешать ему делать. И вот когда я не мешал ему это делать, мы достигли таких хороших результатов. Поэтому спасибо этому университету, спасибо за то, что вы делаете, спасибо за наши успехи, которых мы достигли. Потому что без вас было бы невозможно. Желаю всего самого хорошего и достижения успеха не только здесь, в университете, а когда вы закончите, обучитесь, получите знания необходимые, чтобы вы достигали высоты на тех рабочих местах, на которые вы пойдете. Поздравления и пожелания для дальнейших успехов студентам звучат и друг от друга. Еще с императорских времен Татьянин день в России отмечали шумно и весело. Поначалу этот праздник устраивали только в Москве. Зато практически всем городом. Под студенческую гулянку повар Оливье, тот самый, что придумал всеми любимый салат, отдавал целый зал своего ресторана «Эрмитаж», где студенты и профессора отмечали профессиональный праздник. В Ингушском же госуниверситете гуляния проходят скромнее, поют песни и танцуют лезгинку. Как известно, от сессии до сессии живут студенты весело. Зуля Шапилова больше за зимнюю сессию не волнуется, она ее уже закрыла. При этом студентка 4-го курса филологического факультета успевает не только учиться, но и участвовать в общественной жизни университета. Если отпадут все занятия, все лекции, экзамены, сессии, помимо всего этого, помимо прочего, множество различных событий происходит в стенах вуза. Ты учишься вести себя как-то в обществе, чувствовать себя комфортно, у тебя появляются новые знакомства, новые друзья. И вообще масса опыта для дальнейшего жизненного пути. Студент может спокойно, без хвостов пойти на экзамен, не на экзамен, а на праздник и насладиться. Все свободен. Хочется особо пожелать удачи первым курсам, они только начинают этот путь. Я надеюсь, что они пройдут активно, ни о чем не забывая, ни о чем сожалея по окончании вуза.
Как сказал наш помощник ректора, ИНГУ – это одна большая семья. Только студенты способны выкрутиться из любой ситуации, даже выучить 80 билетов за одну ночь. Главное – выбрать профессию, которая обеспечит любимой работой. Но если с этим уже определился, остается учиться и набираться знаний, чтобы стать лучшим в своем деле. Жардат Хулхоева, Магомед Шаухалов, Новости 24. С праздником ингушских студентов поздравил глава Ингушетии. Цитата: «Наша молодежь профессионально растет и развивается. Спорит и размышляет. На главное, активно действует, добиваясь заметных результатов в науке, производстве, искусстве, спорте. Радует, что среди студентов республики много ярких, талантливых и увлеченных людей, которые активно участвуют в общественно-политической жизни республики. Заявляют о себе не только на республиканском, но и всероссийском и международном уровнях. Дорогие студенты, никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи. Надеюсь, что ваши знания, профессиональные навыки, обретаемые сегодня, станут залогом успеха в ваших начинаниях. Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями, а успехи каждого из вас, достижения и победы послужат приумножению национального богатства Ингушетии». Развитие и разработка новых информационно-коммуникационных технологий. В Ингушетии планируется открытие первого IT-парка. О перспективах и планах его создания в регионе говорили в Магасе. Идея объединения всех техноплощадок республики воедино имеет все шансы на воплощение в жизнь. В стенах научной библиотеки ИНГУ тему обсудили ведущие специалисты IT-сферы. К какому решению они пришли, расскажет Диана Дударова. Людей объединить, да, и воспитать каких-то лидеров, которые на рынке смогут предложить новый продукт. Вот куда надо смотреть. Первый IT-парк в республике. Стоит ли открывать и в каком направлении его лучше развивать? Участники форум-совещания под председательством первого зампредседателя правительства обсуждают идею его создания. Главная цель будущего проекта – увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры. Встреча начинается с презентации Олега Коростеля. Главный акцент делается на истории появления технопарков, их необходимости, задачах и пользе. Здесь же презентуют модели построения таких площадок. Существует 4 подхода к созданию самих технопарков. Если у нас будет присутствовать инвестиционная модель, я считаю, что это более приемлемо, да, то есть для республики. То есть у бизнеса есть потребность в поддержании каких-то сервисов, да, то есть удаленная поддержка, она не всегда удобна. То тут обоюдная выгода. Университеты участвуют в подготовке данных кадров, бизнес формирует заказ на данных кадров. В России с каждым годом увеличивается число технопарков, их уже более 100. Это специально оборудованная территория, на которой проводятся научные исследования и выпускается инновационная продукция. Они сдаются предпринимателям, которые налаживают высокотехнологичное производство. У каждого IT-парка есть организаторы и резиденты. Задача организаторов – предоставить удобную площадку, резиденты же должны производить товары. Лучшими технопарками страны признаны нанотехнологический центр «Техноспарк», научный парк МГУ, Технополис Москва, Технопарк Строгино. Так, Минкомсвязи Ингушетии ставит перед собой цель – объединить под одной крышей молодые стартапы, также компании, которые уже давно на рынке. Любое объединение, оно должно принести только положительные результаты. Почему? Потому что где-то решение будет проще принимать, так как это будет обоюдовыгодно, да, не будет ложиться на плечи одного предприятия. Поддержка молодых инициативных, скажем так, людей, которые готовы заняться бизнесом, но испытывают какие-то трудности организационного характера либо инвестиционного характера. То есть до этого момента в республике данная работа просто не проводилась. Собравшиеся согласны с тем, что направление IT слабо развито в регионе. Все его секторы обделены вниманием. Понимают необходимость популяризации IT-технологий. На встрече немало специалистов, работающих в сфере IT, также представителей образовательных коммерческих учреждений, министерств региона. Каждый озвучивает свои пожелания и ожидания от технопарка в республике. Многие считают, необходимость в нем назрела давно. Есть знакомые, которые открывают стартап, они запустили брендинг и графический дизайн и размещаются пока что в такой маленькой каморке в районе центрального рынка.
И не прочь бы, в принципе, переехать в помещение получше, с инфраструктурой, и, может быть, с какой-нибудь поддержкой и бизнеса, который там будет размещаться. Я думаю, что технопарк пустовать точно не будет. Площадка под его строительство уже отведена. Более 10 гектаров в Магасе. Михаил Елезов считает, что здание будущего технопарка должно стать визитной карточкой региона. Современным, инновационным, максимально оснащенным. Реализовать проект необходимо поэтапно. Это позволит избежать риски и потери, считают собравшиеся. Так предлагают начать со строительства корпуса для резидентов и только после перейти к остальным зданиям. Как отмечают в Минкомсвязи, список потенциальных резидентов уже есть. Однако собравшиеся задаются вопросом наличия специализированных кадров для развития технопарка. Больше интереса, я думаю, представляет технопарк, на котором, помимо всего прочего, будет находиться и площадка для подготовки сертифицированных специалистов. На сегодняшний день органы исполнительной власти республики, учреждения, коммерческие структуры достаточно большие средства выделяют для подготовки специалистов в городе Москве, Санкт-Петербурге, Ленинграде, платят большие деньги. Почему нельзя возложить эту функцию на университет? Университетская форма обучения, она несколько другая. Она поэтапная, она рассчитана на большие программы. Участники форума считают, для реализации IT-парка в Ингушетии больше подходит университетская модель на базе вузов, цель которой – развитие предпринимательских компетенций у ученых и студентов. Контроль за созданием таких технопарков ложится на Министерство экономического развития. Представители Минэка, в свою очередь, отметили необходимость сотрудничества с проектными институтами, которые уже ранее проектировали такие парки, найти оптимальный вариант для республики, и на его основании уже будет формироваться бизнес и финансовые планы. Сегодня уже была управляющая компания зарегистрирована, которая хотела реально вложить не менее 20% в общую стоимость вот этого создаваемого IT-парка. И федеральный бюджет готов субсидировать 500 миллиарда средств. Это максимальная сумма на 2 года. И 1% только софинансировать субъекта РФ требуется. Поэтому сегодня сидящий в зале любой предприниматель может создать эту управляющую компанию и попытаться создать этот IT-парк. Для этого он должен иметь менее 20% капитала и затраты произвести на разработку проектно-сметной документации. Что касается ресурса обеспечения технопарка, для IT-площадки будут предусмотрены отдельная подстанция и электролинии. Участники форума заинтересовались проектом, поделились своим видением и предложениями. В Ингушетии, если создается IT-парк, если мы говорим о создании каких-то продуктов, то для начала нам нужно начать именно с мобильных игр и мобильных приложений. Как только у нас получится база программистов, уже крупных и серьезных программистов, мы можем перейти уже на более серьезное программирование, создавать какие-нибудь приложения, которые будут уже по миру котироваться. У нас есть очень хороший проект, это проект «Единая Россия» внутрипартийный, «Локомотивы роста». Куратором проекта по республике у нас Козгиреев Ишар является. И вот как раз эти локомотивы роста, они поддерживают проекты. Может быть, стоит как-то попробовать и через партию протащить этот проект. Многие из собравшихся не сомневаются, успешно функционирующий IT-парк внесет существенный вклад в экономику региона за счет стимулирования экономического роста, развития успешных компаний малого и среднего бизнеса. Диана Дударова, Асхаб Илакиев, Новости 24. От теории к практике, вернее, от идеи к воплощению. Навыки программирования показывают юные изобретатели. Робокарусель, 3D-моделирование – это не весь список номинаций, в которых соревновались ингушские программисты. В Назрани прошел региональный отборочный этап Всероссийского робототехнического фестиваля RoboFest-2020. Участие приняли 8 команд. Идрис Ижиев расскажет подробнее. Здесь лучшие юные мастера робототехники со всей Ингушетии и не только. Участники турнира слегка волнуются, ведь на кону путевка в Москву. Чтобы немного подбодрить ребят и задать веселое настроение, учащиеся первой гимназии Назрани подготовили небольшую концертную программу. А теперь можно заняться любимым делом. Команды распределились. Самое время протестировать роботов из конструктора Лего.
Исмаил Цычоев со своим верным напарником Саидом Гудантовым занимаются любимым делом не первый год. Можно сказать, ни один робофест не проходит без их участия. Сегодня они в качестве фаворитов. Их проект по размерам больше остальных и, как они подмечают, намного сложнее. Поэтому после разборки ребята распределили обязанности между собой. Ведь в конкурсе важна скорость. Мы как бы разбираем его так, чтобы правая нога была справа у меня, я буду собирать ее, и левая нога у Саида. Все датчики, моторы и сам блок стоит вот тут. А здесь стоит сам корпус, все, что закрепление. Наш робот должен ходить. Называется он робот-паук. Когда у нас есть там большое поле, он считывает метки, а потом он должен пройти через 2 зоны и пройти на финиш. А вот Юнус Атабаев, напротив, сегодня один. Однако отсутствие напарника для него не преграда, а наоборот шанс проверить себя. Юный программист разбирает свой проект поэтапно, расставляя все по разным углам. Сначала я сборку делаю, потом я программу начинаю. Мне еще надо его собрать и потом запрограммировать его. Из-за этого у меня большие проблемы. На данный момент получается у тебя? Да. Что тебе еще осталось сделать, чтобы вот закончить? Подцепить передние датчики, все это и все. На фестивале присутствуют не только ингушские юные конструкторы. Камила Гатажева и Малика Будаева приехали из Нальчика и борются за звание лучшего сортировщика. Тут необходимо рассчитать и спроектировать всю территорию движения робота. Главное условие – неточностей быть не должно. Ведь робототехника – точная наука, поэтому программировать приходится не менее 10 раз. Эта программа сложна тем, что робот очень редко попадает по градусам на угол. Ему очень тяжело развернуться, в этом вся сложность. То, что его резина цепляется за поверхность, это тоже как бы не менее важно. Сначала он должен проехать, фишку загнать по цвету. Сначала зеленый, желтый, коричневый, красный, синий. Надо их загнать по местам. Свои технические изобретения и умение их программировать на региональном отборочном туре RoboFest 2020 демонстрируют около 50 команд. Несмотря на веселую атмосферу, нельзя забывать, это соревнования, где обязательно будут победители и проигравшие. Поэтому судьям предстоит быть особенно внимательными. Работа судьи заключается в том, чтобы оценить работу, выполненной командой. Оценивают они ее по уже готовым оценочным баллам, регламентам каждого задания. Робототехника является довольно актуальным направлением. Через подобные занятия высокими технологиями у ребят появляется интерес изучать точные науки и развивать как логическое мышление, так и навыки проектирования. Проводится фестиваль в целях отбора талантливых детей, которые занимаются именно инженерными направлениями программирования, робототехники, для того, чтобы развить это направление и как-то стимулировать детей на выбор таких профессий. По результатам конкурса лучшие представят республику на Всероссийском фестивале робототехники в Москве. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Более 50 поединков файтеров 2 возрастных групп в 10 весовых категориях. В Назране в специализированном зале бокса прошел республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. Участие в бескомпромиссных боях за звание лучшего файтера региона и право выступать на первенстве СКФО приняли юноши 16-17 лет и старше. За поединками наблюдал Харун Аздоев. Турнир по ММА в новом спортивном сезоне собрал более полусотни бойцов в 2 весовых категориях со всех школ смешанных единоборств региона. На кону турнира стоит не только звание лучшего, а также путевка на первенство и чемпионат СКФО. Подобные мероприятия регионального масштаба позволяют показать широкой публике мастерство бойцов, различные техники и приемы боев, а также привлечь внимание к здоровому и спортивному образу жизни. Среди участников как опытные бойцы, закаленные в поединках межрегионального уровня, так и новички в смешанных единоборствах, впервые участвующие в подобных турнирах. А самым титулованным бойцом соревнований этого года можно по праву считать Адама Хамхоева, за плечами которого уже международный опыт. Став 3-м на чемпионате по ММА планетарного уровня, он тем самым обеспечил себе путевку на всероссийские соревнования. А решение посостязаться на домашнем турнире принято для поддержания соревновательной формы. Выступлю на чемпионат СКФО, чтобы был опыт, знал, что кто на Россию поедет, кто нет. А так я для себя пришел, чтобы форму терять.
В рамках бойцовского дня состоялось порядка 50 встреч в 10 весовых категориях среди 2 возрастных групп. Молодые файтеры из всех уголков республики демонстрировали неутолимую жажду победы. Несмотря на напряженную атмосферу, спортсмены и их команды относились друг к другу с уважением. Как отметили представители президиума ММА Ингушетии, с развитием смешанных единоборств растет не только класс спортсменов, но и в целом уровень подобных состязаний. По сравнению даже элементарно с прошлого года, когда мы наблюдали чемпионат республики, уровень намного вырос. Ребята показывают очень красивые, яркие бои. Это любой подтвердит здесь, потому что здесь и много присутствует болельщиков, любителей смешанных единоборств. И уровень я оцениваю, я, если честно, удивлен некоторыми бойцами, потому что они на глазах у меня, можно сказать, выросли. ММА – один из самых быстро развивающихся видов спорта на планете, а сами бойцы для повышения способности ведения боя традиционно изучают состоявшиеся боевые искусства. Соперничество с сильнейшими бойцами региона среди любителей для Адама Куштова, представляющего бойцовский клуб Inkfighter, не первый опыт на домашней арене, но очень важный шаг в спортивном росте и улучшении показателей предыдущего спортивного сезона. Я провел только один бой, сейчас у меня будет бой за выход в полуфинал. Если я выиграю этот бой, то я автоматически должен получить путевку на СКФО, который будет проходить в марте. В 2018 году я становился финалистом СКФО в этом же весе. В этом году я хочу побить свой рекорд и, следовательно, выбиться хотя бы, чтобы отобрался на Россию. Во-первых, ты должен быть готовым, это самое главное. Конечно, все зависит от тебя, а во-вторых, ты должен слушаться своих угловых, то есть своих тренеров. А тренеров я слушаю всегда. Подобные мероприятия в нашем регионе публика любит, сопровождая поединки оглушительными аплодисментами, некоторые из которых заканчиваются досрочно. Большинство спортсменов демонстрировали отличные бойцовские навыки и рвение к победе, отчего сами поединки получались по-настоящему конкурентными. С развитием ММА в нашей республике растет не только уровень мастерства бойцов, но и также культура среди зрителей и команд, поддерживающих спортсменов при проведении подобных соревнований. У нас проходит очень аккуратно все бойцы друг к другу уважительно относятся, тренера следят за своими бойцами. В принципе, вот я как главный судья могу сказать, что сегодня ни одного замечания никому не сделал. Обычно я как злой судья всем делаю замечания, но очень хорошо, и культура самих бойцов повышается, потому что они выезжают за пределы, там выступают, там все строго. И здесь мы пытаемся тоже с ними строго себя вести, и, как видите, результат налицо. Все бойцы показали максимально зрелищные поединки. А поклонникам смешанных единоборств остается дождаться окончательного сформирования команды для участия на турнире среди регионов Северного Кавказа, который состоится в марте в городе Ставрополь. Харон Аздоев, Асхат Белокиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.